Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат жыйынды брифингди баштайбыз. Бул тууралуу сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Түз эфирди ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, Эл ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, 1-радио жана МТРК, ЛТРдин баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации в Кыргызстане расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, ЛТР, 5 канал в областных медиацентрах, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях Эл ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и 1-радио. Анда эмесе, Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? 15 май 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Бир сутка ичинде ооруканалардан 10 бейтап айыгып чыкты. Бишкек шаарынан 6, Ош областынан 4 бейтап айыгып чыгып, анализдердин жыйынтыктары терс чыккандан үйлөрүнө кайтышты. Ошентип жалпы бүгүнкү күнү 745 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Ошол эле учурда 15 майга карата бир сутка ичиндеден COVID-19 инфекциясынын жаңы 29 учуру катталып, лабораториялык жол менен тастыкталып, Бишкек шаарынан 6 учур, Чүй областынан 4 учур, Ош шаарынан 4, Ош областында 1 учур, Жалал Абад областында 2 учур, Ыскөл областында дагы 1 учур, Нарын областында 11 учур табылды. Жалпы бүгүнкү күнгө чейинки тастыкталган учурлардын саны 1111ге жетти. Жалал Абад областында 153, Ош областында 182, Ош шаарында 118, Чүй областында 98 жана Солилецк шаарынан келген биздин мекендештердин арасынан 58 табылган. Бишкек шаарында 302, Баткен областында 24, Нарын областында 163, Ыскөл областында 13 болду. Ошол эле учурда өкүнүчтүү дагы кабарыбыз, бир сутка ичинде Нарын областтык ооруканасында ковид инфекциясына байланыштуу бир бейтап каза болуп калды. Бул 84 жаштагы аял киши бир топтон бери ошо ооруп жүргөн экен. Апрель айында, март айында дагы ошо эски адат ооруларынан жабыркап, улам медицина мекемелерине барып жүрүп аткан. Ошол эле учурда мына кече дагы эски оорулары козголуп, келип провизордук госпиталга алынган. Андан дагы жанагы медициналык жардамдын жыйынтыгы болбогондон реанимацияга чейин алып келип, ошо жаткызып, ошол жерден медициналык жардам көрсөтүлүп атканга карабастан кече ошо каза болуп калды. Анализдерин алып текшерип тастыктаганда ПЦР менен ошо ковид дагы жугузуп алгандыгы тастыкталды. Кечеги күнү ошол толук санитардык эрежелерге карата шарттарын толук дайындап туруп, атай шарттар менен кече барып жерге берилди. Толугу менен бул бейтап келген айылдагы элдин арасында толук эпидемияга каршы иштер жүргүзүлүп, ошол жерде эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп атат. Дагы бир учуру 55 жаштагы дагы бир бейтап республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан дагы бүгүн эртең менен дагы кайтыш болуп калды. Бул жараныбыз дагы ошол апрелдин 28-ден бери ошо ооруканага түшүп, ошол жерде дарыланууда болчу. Улам
оор клиника бергендиктен реанимация бөлүмүндө туруп аткан. Ошентип мына бүгүн биздин дарылоо процессине карабай, биздин дарылоо жардам берип атканга карабастан ошо бүгүнкү күнү ошол осложнениялардан кайтыш болуп калды. Бул дагы ошол эски өнөкөт оорулары дагы козголуп, анан дарылоонун тыянагы жок, ошо бүгүн кайтыш болуп калды. Ошентип каза болгондордун саны бүгүн 2 учурга көбөйүп 14 болуп калды. Бүгүнкү күнү биздин стационарларда 353 жаран жатат, оор абалдагысы 5, жандандыруу бөлүмүндө дагы 3 туруп атат. Орточо абалда 75, канааттандырарлык абалда 273 бүгүнкү күнү бейтапканаларда туруп атат. Лабораториялык изилдөөлөрдү санын күндөн күнгө аздан болсо да көбөйтүп, мына бүгүн 2010 изилдөөлөр жүргүзүлдү. Ошонун ичинен жана айтып кеткен 29 жаңы лабораториялык тастыкталган учуру табылып, бүгүнкү күнү дарылоого алынды. Мындан тышкары 5180 жакы контакт болуп байланышта болгондордун саны ушунчага жетти. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 1532 болуп атат. Кийинки күндөрү жанакы келе жаткандагы жакынкы күндөрдө четте жүргөн биздин мекендештерди дагы кайра мекенибизге кайтарып келүү боюнча чоң иштер жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күнү мына обсервацияда жаткан адамдардын саны ошентип көбөйүп аткан учуру, анткени Дубайдан келип атат, Стамбулдан келген, Россиядан келген болуп, мына бүгүнкү күндө обсервацияга алып, ошол келген мекендештерибиздин баарын лабораториялык жол менен тастыктап, текшерип, андан кийин үйлөрүнө кое берип, ошол жерде үй карантиндерине дагы кармаганга шарттарды түзүп атабыз. Уважаемые соотечественники, разрешите остановиться на некоторых статистических данных на 15 мая 2020 года. За сутки из стационара выписано 10 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Из них в Бишкеке 6 человек выписано, в Волжской области 4. При выписке все результаты анализов на коронавирус отрицательные. Таким образом, выписано всего 745. На 15 мая 2020 года по республике выявлено еще 29 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых в Бишкеке 6 случаев, в Чуйской области 4 случая, в Иссыкульской области 1 случай, в Нарынской области 11 случаев. В Волжской области выявлено еще 1 случай, в городе Ош 4 случая, в Джалабадской области 2 случая. Таким образом, зарегистрировано всего 1111 подтвержденных случаев за все время. Из них на Волжскую область приходится 182 случая, в Джалабадской области 153, в Бишкеке 302, на город Ош 118, в Нарынской области 163, в Чуйской области 98, в Иссыкульской области 13, в Баткенской области 24 и из числа прибывших наших соотечественников из Солилецка 58 случаев подтвержденного коронавируса выявлено. Также с прискорбием сообщаем, что за сутки произошло 2 случая смерти, связанных с COVID-19. В Нарынской области за прошлые сутки у нас умерла пожилая женщина, 84 года, у которой был поставлен диагноз внебольничная пневмония, дыхательная недостаточность 3 степени. В анамнезе хроническое заболевание почек с перенесенной на них операцией. Она с апреля месяца несколько раз обращалась в медицинские учреждения, в том числе и в городе Нарын, с 13 апреля находилась. Затем 13 мая обращается за медицинской помощью в связи с дыхательной недостаточностью, и была принята
в областной больнице, в провизорный госпиталь. В связи с тем, что состояние начало отягощаться, ее перевели в реанимационное отделение, взяли анализы на ПЦР на коронавирус. В посмертном анамнезе этот диагноз, результат лабораторной тестирования был положителен, и было принято решение, что эта смерть тоже связана с COVID-19. Вчера в соответствии с санитарными нормами, требованиями были организованы похороны, и соблюдение всех мер предосторожности она вчера была похоронена. В селе, где зарегистрирован данный случай, на сегодня работает эпидбригада, проводят, оценивают границы очага и организовывают все противоэпидемические мероприятия. Второй случай произошел у нас в Республиканской инфекционной больнице. Умер мужчина 55 лет. Он поступил еще в начале месяца. Состояние не улучшалось, и он находился в реанимации. И несмотря на проводимые медицинские все лечебные мероприятия, он скончался. Тоже в анамнезе были и отягчающие обстоятельства, у него были хронические заболевания, но тем не менее вот коронавирус в этом случае проявил очень нехорошую такую свою особенность. Так, на сегодня в стационаре находится 353 пациента у нас. В тяжелом состоянии 5, из них 3 находятся в реанимации. Средняя тяжесть 75 пациентов. В удовлетворительном состоянии 273. Выписано 745. Умерло 14. Лабораторные исследования проводятся. За сутки было исследовано 2010 образцов, из которых вот 29 случаев мы выявили новых зараженных лиц. 5180 человек находится под медицинским наблюдением в домашних карантинах в качестве близких, в качестве контактировавших с подтвержденными случаями. На обсервации по Кыргызстану находится 1532 человека. Почему увеличивается количество в обсерваторах? В связи с тем, что в последние дни и на ближайшие дни мы ожидаем прибытия наших соотечественников из разных стран. Министерством иностранных дел прорабатываются все эти вопросы, и сегодня мы встречаем чартерные рейсы, через которые около 2000, наверное, наших соотечественников в ближайшие дни должны прибыть в нашу страну. Все они будут взяты на обсерватор, все они будут лабораторно протестированы, и в случае отрицательных результатов, по результатам медицинского осмотра глубокого, мы их будем помещать под домашний карантин и продолжать вести за ними наблюдение. Это вот то, что я хотел сегодня по статистике сообщить. И здесь несколько вопросов, на которые, наверное, я постараюсь ответить. Спасибо, но вопросов на сегодня у нас нет. Здесь можно я остановлюсь тогда на нескольких таких животрепещущих вопросах. Сейчас появляется много вопросов, что происходит в Нарынской области. За последние дни там наблюдается вот такое эпиднеблагополучие, и особенно много вопросов сейчас по родильному отделению. Действительно, там на сегодня работает комиссия, которая выясняет причины возникновения эпидемической вспышки именно в этом роддоме.
Туда направлен заместитель министра здравоохранения Мадам Исаевич Каратаев и начальник управления общественного здравоохранения Ахматова Айнура Бектургановна, которые буквально на сегодня работают по данному вопросу, выясняют, значит, причины возникновения, причины заноса инфекции в родильное отделение. Я думаю, что все случаи уже выявлены на сегодня. Будут приниматься решения, в том числе, наверное, и организационные, потому что надо будет и роддом, может быть, переносить, провести все необходимые меры по предупреждению дальнейшего распространения инфекции в роддоме. Вот в этом плане. Дальше был еще один интересный вопрос касательно, может ли быть так, что в Таласской области не было зафиксировано коронавируса, потому что там ранее не было лаборатории. Здесь бы я хотел остановиться на таком варианте. Работа была организована таким образом, что все необходимые анализы забирались и немедленно доставлялись в город Бишкек. Но сейчас в связи с логистикой, транспортировкой этот вопрос был решен таким образом, что в Таласе на сегодня задействована вирусологическая лаборатория, и весь необходимый объем исследований там сейчас проводится. И все-таки вопрос был, сколько тестов именно в Таласе провели от с начала пандемии. На ПЦР из Таласской области поступило 3189 мазков, которые были обследованы и переданы областным службам. Кроме того, проводились и проводятся экспресс-тесты там. Экспресс-тестов было проведено 14 224. И по результатам экспресс-тестов проводились все мероприятия по алгоритму действий. Тут еще один вопрос. Минфин говорит о большом выпадении из бюджета. Сможете ли выплатить все компенсации медикам? Я думаю, этот вопрос на сегодня решается, потому что более 6 тысяч медицинских работников получили дополнительную зарплату за их работу по борьбе с COVID-19. И уже есть и распоряжение о выплате компенсации в случае профессионального заражения COVID-19. Я думаю, этот вопрос не будет остро стоять. Здесь в последнее время тоже очень много вопросов в средствах массовой информации о качестве ПЦР-тестов в нашей республике. И можно ли доверять результатам ПЦР-тестирования. Я вот хочу озвучить некоторые цифры. С начала эпидпроцесса получено тест-систем на 219 797 исследований, в том числе 210 797 тестов были получены в качестве гуманитарной помощи из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Турции, Республики Беларусь. Тест-системы Российской Федерации и Всемирной организации здравоохранения, из этих источников мы получаем, входят в официальный список рекомендованных наборов со стороны Всемирной организации здравоохранения. Хочу сразу сказать, что все поступившие тест-системы проходят входной контроль качества на 3 оборудованиях 3 разными специалистами с использованием заведомо положительных и отрицательных образцов для подтверждения соответствия качества. Протоколы входного контроля в онлайн-режиме отправляются в научно-исследовательский институт гриппа в Санкт-Петербурге и в лабораторию «Вектор» для подтверждения и обсуждения результатов тестирования. Кроме того, в начале марта 2020 года с участием эксперта Всемирной организации здравоохранения тест-системы, представленные ВОЗ и Российской Федерации, были валидированы на базе Департамента Госсанэпиднадзора и Центра Госсанэпиднадзора города Аша. Результаты входного контроля были удовлетворительны, соответственно, были предложены для дальнейшего использования.
Аналогично при получении тест-систем производства Китайской Народной Республики Турции были предварительные обсуждения в режиме онлайн по специфике проведения тестирования, и полученные пробные наборы были рекомендованы для исследования. Всего с 5 февраля 2020 года до 14 мая лабораторно обследовано более 75 308 человек. Из них почти в 1111 случаях выявлен COVID-19. Выявляемость при этом составила 1,4%. Естественно, выявляемость вируса зависит от многих факторов. От количества вируса, это вирусная нагрузка, правильного отбора, хранения, транспортировки образца. Но тем не менее, мы для того, чтобы подтвердить качество своих лабораторных исследований, в марте, 10 марта и 11 мая отправляли положительные образцы в лабораторию, в референс-лаборатории, для того, чтобы подтвердили качество наших лабораторных исследований. Таким образом, ПЦР-исследование это достаточно очень высокочувствительный метод. Благодаря вот этим ПЦР-тестам мы смогли вовремя организовать лабораторную диагностику пандемического проявления коронавируса у нас в стране. Были выявлены первые случаи завозных случаев. Соответственно, мы смогли лабораторно подкреплять все наши противоэпидемические мероприятия. С помощью этого тестирования мы определили границы эпидемических очагов. Соответственно, мы, используя достаточно высокий метод лабораторного тестирования, держим сегодня эпидемиологическую ситуацию под контролем. То есть мы выявляем всех контактных, проводим среди них все исследования, выявляем источники инфекции, соответственно, изолируем своевременно, и мы успеваем провести противоэпидемические все меры. Касательно лекарственных препаратов, сегодня тоже этот вопрос очень сильно обсуждается в средствах массовой информации, будто бы что не хватает этих лекарственных препаратов. Но я ответственно заявляю, что на сегодня запас лекарственных препаратов, антивирусных средств у нас на 4000 больных имеется у нас запас. Соответственно, закупки уже организованы, лекарства уже в достаточном количестве поступают в нашу республику. И еще один такой, хотел бы немножко остановиться на тему в фокусе по данным Всемирной организации здравоохранения. Касательно технических вопросов относительно мер общественного здравоохранения в школах в контексте COVID-19. Во всем мире страны приняли ряд мер контроля в ответ на COVID-19 с целью замедления передачи и снижения смертности. Исходя из местной эпидемиологии, некоторые страны находятся в процессе расширения мер общественного здравоохранения и социальных мер, в то время как другие рассматривают или в настоящее время сокращают эти меры. Основываясь на местных оценках риска, страны внедрили несколько мер общественного здравоохранения и социальных мер, таких как ограничение местного передвижения, адаптация школ к дистанционному обучению, а предприятий к дистанционной работе и международные поездки дистанцируются. ВОЗ обнародовало соображения относительно мер общественного здравоохранения, связанных со школой для лиц, принимающих решения, и преподавателей в том, как и когда возобновлять или закрывать школы в контексте COVID-19. Эти решения имеют важные последствия для детей, родителей, и их опекунов, учителей и других сотрудников, сообществ и общества в целом. Соображения ВОЗ в отношении школ, касающихся принятия решения о закрытии, частичном закрытии или повторном открытии школ, основаны на подходе, который основывается на оценке риска
для увеличения пользы для учащихся, преподавателей, персонала и всего сообщества в плане образования и здоровья. А также они помогают предотвратить новую вспышку COVID-19 в сообществе. После принятия решения о том, открывать или закрывать школы, следует учитывать ряд факторов, таких как эпидемиология COVID-19 на национальном и местном уровнях, возможности системы здравоохранения и общественного здравоохранения для реагирования на вспышки, а также обстановка в школах и способность охранять профилактические контрольные меры COVID-19, которые защищают детей. Таким образом, я хотел бы это подчеркнуть, все мероприятия по предупреждению заболеваемости среди детей, школьников у нас в республике тоже были вовремя организованы, соответственно, все меры были приняты, и, соответственно, мы смогли защитить своих детей от распространения коронавирусной инфекции. Вот такая тема в фокусе была сегодня предложена Всемирной организацией здравоохранения. Спасибо, Нурболот Төлешович. Учурдан пайдаланып, тилекке каршы коронавирустан каза тапкан эки маркумдун жакындарына республикалык штабтын атынан жана пресс борборго тартылган кызматкерлердин атынан көңүл айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлешович маалымат берди. Түз эфирди ЛТР, КТРК Ото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.